Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Сегодня День государственного флага Российской Федерации. Праздничные мероприятия в столице региона начались еще с 19 августа с проведения творческих мастерских для детей. Сегодня проходят основные торжества. Уже состоялось исполнение гимна нашей страны с водным хором театра оперы и балета. Открылись тематические выставки и проходит еще много интересных событий. Также сегодня торжественно вручат паспорта юным гражданам, достигшим 14-летнего возраста. Как молодежь воспринимает и чтит государственные символы страны, расскажет гость студии. Алгас Петров, региональный координатор ЕРО «Волонтеры Победы». Алгас Прокопьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем с первого вопроса. Какие основные мероприятия проходят в столице региона сегодня, на что они направлены? Ну, День государственного флага для нас всех является важной датой. Ведь сегодня мы будем отмечать и отмечаем уже один из государственных символов нашей страны. Которая очень большая. И сегодня, как отметил президент нашей страны, этот праздник олицетворяет единство нашего народа, у которой есть тысячелетняя история, и через всю историю мы были едины и сохраняем данный флаг. Сегодня, в общем, проводится около 19 мероприятий крупных, о которых вы уже сообщили. Это большой хор, например, когда все желающие могли прийти и исполнить государственный гимн нашей страны. Молодежные организации проводят такие мероприятия, как раздача лент «Триколор», да, когда наши волонтеры стоят по главным площадям нашего города и раздают эти ленты, символы нашей страны. И сегодня также состоялась очень такая интересная акция под названием «Мой флаг», да, когда молодежные общественные организации собрались, стали в цветах триколора, да, и начали проводить свой флешмоб. Также проводятся автопробеги, и отрадно то, что в муниципальных районах нашей республики очень активно люди присоединяются к данным акциям. И все эти акции у нас традиционные в основном, и с каждым годом все равно что-то новое придумываем, чтобы как можно лучше, конечно же, передать смысл данного праздника. Ну вот те акции, о которых вы сказали, это все-таки образовательное направление у них, патриотическая направленность? Мне кажется, что одно другому не мешает. Да? Самое главное то, что если человек принимает участие в этих акциях, то он проводит эту историю, эту акцию именно через себя. То есть у него сохраняется вот своя личная история, свое личное какое-то событие, которое он будет помнить. И, конечно же, конечная цель – это, конечно, патриотическое воспитание наших граждан. Алгас Прокопьевич, я предлагаю поговорить о вашей организации. Это «Волонтеры Победы». Существует она уже 7 лет. Какие цели и задачи ставите перед собой? Наша организация имеет самую главную цель – это сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. Все мы знаем то, что история Великой Отечественной войны является трагичной и является, как я думаю, основным событием в истории нашего государства, когда огромное количество людей боролись за одну победу, когда даже в отдаленных уголках нашей страны, в отдаленных селах люди ежедневно работали ради одной общей победы. И достигнув этой победы, конечно же, наша страна, как я думаю, объединилась, и мы, как наследники той великой победы, должны как можно лучше сохранять эту память. Потому что, если даже вот посмотреть в цифрах, да, как я знаю, вот в республике у нас сегодня проживает 15 ветеранов, участников Великой Отечественной войны. То есть их, к сожалению, с каждым днем становится все меньше, тех людей, которые которые своими глазами видели, которые сами боролись за эту победу. Да? И та священная обязанность, священная ответственность сохранения этой памяти возлагается на нас, на следующих и на будущих поколений. И поэтому мы сегодня должны как можно лучше сохранить эту память.
К сожалению, многие не знают своих предков, да, историю. Ну, у каждой семьи своя история, конечно. Но когда мне говорят о том, что ну, у меня не было, например, родственника, участников Великой Отечественной войны, мои были в тылу, я им говорю, они наравне герои, потому что даже если представить нашу республику вот в минус 50, где газа, света нет, должен ежедневно работать для одной победы. Поэтому это тоже очень большой такой героизм. Да? Мне, например, вот лично вот семейная история, прабабушка, она осталась одна, и она работала в детском саду. В селе, конечно же, там воспитателей немного, их было всего 2, и в группах там 30 человек, например, да, детей. И она всю жизнь работала одна, и уже после войны, уже через много лет у нее спрашивают, почему ты вот каждый день улыбаешься, почему у тебя каждый день хорошее настроение. Она отвечала, как в мирное время не радоваться, потому что она прошла, например, очень сложные моменты, да, и она выстояла и как бы тоже помогла, внесла свой вклад в общую победу. Поэтому наше движение имеет 8 своих направлений. Основных это у нас направление «Моя история», когда наши волонтеры помогают изучать свою генеалогию, да, находить своих предков, помогать, как можно находить, как работать в архивах, какие есть сайты, где можно поискать своего предка. Есть направление, например, «Связь поколений», это у нас работа с ветеранами Великой Отечественной войны, бытовая помощь, да, по звонку. И сейчас, если вот говорить о ветеранах Великой Отечественной войны, то их у нас, как я сказал, очень мало осталось. И сейчас уже нет такой категории ветеранов, таких как вот, одиноко проживающие, например. Да? Вот раньше, когда вот 3 года назад еще были такие ветераны, которые, к сожалению, остались одни в своей старости, и мы уже постоянно им помогали по приглашению и сами, и постоянно оказывали свою помощь. А сейчас уже ветераны, они имеют свои семьи, и у них такой почетный возраст, то что каждую неделю приходить, волновать их сердце тоже не хочется, да, потому что тут вопрос о здоровье, и поэтому мы сейчас ограничиваемся памятными датами. И, конечно, если нас зовут, мы тоже приходим и общаемся с нашими ветеранами. Алгис Прокопьевич, вот вы сказали, что есть 8 направлений работы с ветеранами, их у нас 15 человек осталось. Но я, насколько понимаю, работу с ветеранами тыла и с детьми войны вы также не прекращаете. Да, не прекращаем. А вот какие проекты вы реализуете по патриотическому воспитанию именно молодежи сегодня? Мы в начале своей деятельности поставили себе задачу именно вот по полевому, да, сохранить все, что у нас сейчас есть. Да. Первый проект, это у нас работали совместно с партией «Единая Россия» по партийному проекту «Историческая память». Там мы начали брать данные по памятникам, обелискам, мемориалам, посвященным Великой Отечественной войне на территории республики. В каждом районе мы начали собирать данные и сделали, как бы такой архив, да. Вторая задача, вот мы узнали, например, сколько памятников осталось, и теперь надо как-то их распространять, да. Есть федеральный сайт по памятникам, и мы начали работу по оцифровке памятников, да, потому что приходит негодность, и человеку, конечно же, надо, чтобы он знал, да, как выглядит, может, это человек живет в другом регионе, да, а сейчас хочет увидеть памятник своего села, где, например, может быть написан его прадедушка, да. Оцифровали, и сейчас третья наша задача это как можно больше распространить эту информацию, да. И поэтому мы в этом году выиграли грант
главы республики на проект «Живая память». Да, когда мы берем интервью у уже потомков победителей, да, и они уже рассказывают историю своей семьи, своей победы. Вот. А молодежь сама к вам приходит, или вы начинаете со школ, с детских садов, с университетов? Да. Наше движение охватывает людей всех возрастов. От 14 лет любой человек может стать волонтером, от 14 до бесконечности. Да? И в прошлом году мы большую работу провели по привлечению профессиональных образовательных организаций в наше движение. Да? И поэтому сейчас, на данное время, у нас уже 13 колледжей и техникумов республики имеют свои волонтерские отряды волонтеров Победы. В этом году мы хотим обратить большое внимание именно школам, да, чтобы у нас было большое количество школьных отрядов. На данное время у нас 8 школьных отрядов, и у нас уже есть некий опыт работы со школьниками. Сами учителя становятся у нас координаторами и начинают работать уже со своими детьми, подопечными. А что насчет помощи семьям и бойцам, участникам специальной военной операции? Вообще наши волонтеры за все эти годы стоят на первом ряду во всех событиях. Да? Самый большой толчок, конечно, был это коронавирусные ограничения, да, когда люди старшего возраста, им было запрещено выходить на улицу, и необходимо было им помогать в доставке лекарств и продуктов первой помощи. Тогда уже по всей России организовали всероссийскую акцию «Мы вместе», куда вошли все основные волонтерские организации. И с этих пор мы и на пожарах, да, и для участников специальной военной операции, не покладая рук, ежедневно работаем в гуманитарном штабе, да, также оказываем помощь адресную семьям мобилизованных и военнослужащих. И поэтому вот работа ведется. Ну, и я уверен, что, Алгыс Петрович, эта работа продолжится и в дальнейшем. Поздравляю вас с сегодняшним праздником. Уверен, что ваша работа даст свои плоды в будущем. Спасибо. Ну, а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До новых встреч!